коме 265 новых случаев инфицирования COVID-19. Больше всего в Сыктывкаре – 93 и в Ухте – 38. Под медицинским наблюдением 3617 человек. В связи с ростом количества больных в республике разворачивают дополнительные койки. С 1 июля перепрофилирован республиканский госпиталь ветеранов, а сегодня первых больных принял и детский санаторий «Кедр» в Сосногорске. Елена Кононова знает подробности. В санатории «Кедр» не слышно привычного детского смеха. А по коридорам тянутся вот такие шлюзы из полиэтиленовой пленки. Они поделили помещение на красную и зеленую зоны. На днях медучреждение перепрофилировали под ковидное отделение. Главный врач показывает, как теперь приходится работать медикам. Через этот шлюз поступает вот сюда. Здесь переодевается, уходит в красную грязную зону. Шлюз открывается. Также питание через шлюз. Питание передается вот через тот карман, в этот шлюз, передается, идет в отделение, и там уже раздается по палатам. Контакты минимум. Зеленая зона для медперсонала, красная для больных коронавирусом. На передовой задействована часть медиков санатория, часть из районной больницы. Они там чисто зашли, переоделись, уже в форме, идут туда, уже в само отделение. Здесь у нас вахта, она перекрыта, информация поступает сюда. Необходимое оборудование для лечения больных COVID-19 в санатории есть. На днях еще получили стойки для капельниц, медикаменты, концентраторы. Так что к приему пациентов здесь готовы. Первые 10 человек поступили из Сосногорской центральной больницы как раз сегодня. Мы на 150 развернули, у нас еще есть запас 26 коек. То есть 176 можем развернуть полностью. Сосногорский санаторий будет принимать пациентов не только своего муниципалитета. Сюда же будут поступать и больные коронавирусом из Ухтинского района. Именно Северная Жемчужина по количеству заболевших на втором месте в коме после Сыктывкара. Елена Кононова, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Сосногорский район.